Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В Якутске проходит августовское совещание работников образования Якутии. Педагогическая общественность подводит итоги прошлого года, намечает план работы на новый учебный год. Каким он станет для школьников и учителей, чем будет наполнен и стоит ли ожидать кардинальных перемен образования? Поговорим об этом с гостем студии, министром образования и науки Республики Саха-Якутия Михаилом Сивцевым. Михаил Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте тогда начнем как раз-таки с совещания. Известно, что оно проходит на нескольких площадках. Какие основные дискуссии на них развернулись и какие актуальные вопросы сегодня стоят перед учительским сообществом в воспитании учащихся? В этом году, как и в прошлом году, мы наше традиционное совещание проводим очно-дистанционном формате. На дистанционных площадках, которых много достаточно, мы обсуждаем проблемы воспитания подрастающего поколения, мы обсуждаем те технологии, которые будем использовать массово в этом учебном году. Что касается очных площадок, мы наше совещание начали со встречи с нашими ветеранами, чтобы поделились наши ветераны с историями успеха, с лучшими методиками, которые были применены в те либо иные периоды у нас на территории республики. Мы также в этот же день, 20 августа, встретились с нашими обучающимися, чтобы послушать их мнение о системе образования, о методиках, которые применяются сегодня с точки зрения абсолютно другого нового поколения. Мы встречались с молодыми педагогами, с ними тоже обменялись мнениями, проблемами. И вчера мы провели пленарное заседание и встречи с нашими руководителями государственных учреждений и руководителями управления образования из муниципалитетов. Вот такие разные насыщенные площадки у нас проходят в эти дни. Но основной темой в этом году мы выбрали тему воспитания поколений. Почему? Потому что не зря наши выдающиеся учителя, педагоги уделяли этому вопросу особое внимание, воспитанию. Потому что все-таки деятельностный подход, воспитание ребенка, это имеет большое значение в обучении человека, потому что через такой процесс освоения, познания, сознания учебного предмета ребенок усваивает больше знаний. Это раз. Второе, в современном обществе мы видим, какие у нас изменения происходят, какими темпами происходят эти изменения, поэтому важным аспектом является все-таки патриотическое воспитание подрастающего поколения. Этому вопросу тоже будет уделяться огромное значение не только у нас на территории республики, в целом на территории Российской Федерации. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов ставит в этом году перед системой образования использовать на территории Российской Федерации в системах образования общую, единую программу воспитания подрастающего поколения. И все эти аспекты, каким образом они будут реализованы, что необходимо для этого, мы в том числе обсуждали на площадках августовского совещания. 2021 год в нашей республике объявлен годом здоровья. Какие меры принимаются Министерством образования нашей республики в этом направлении? Действительно, воспитание и здоровье – это все-таки наполнение друг друга. Не может быть воспитанный человек, в том числе и нездоровым. Это факт, потому что воспитанный человек, все-таки образованный человек, он также уделяет особое внимание своему здоровью. Сегодня мы говорим о необходимости, во-первых, усиления мероприятий по профилактике здоровья. Это различные обязательные дыхательные упражнения, это усиление роли учителя физкультуры, это организация все-таки сопровождения, повышения квалификации наших учителей физкультуры, которые все-таки свою работу направляют на укрепление здоровья. Это первое. Мы в этом году договорились, что возобновим ежегодную спартакиаду школьников на территории республики.
Кроме того, вы знаете, что с прошлого года организовано горячее питание для обучающихся начальных классов. Вот мы говорим, что через правильное питание, здоровое питание тоже нужно принимать меры по укреплению здоровья наших обучающихся, ну и вот подрастающего поколения в целом. Это значит применение натуральных продуктов. Мы с нашими директорами, с нашими главами говорим о проблемах поставки продуктов на территории. Мы говорим о все-таки при использовании, при приготовлении пищи натуральных продуктов. Вот. Третий аспект, мы говорим, что с учетом вот этой пандемии, вот я вначале сказал, нужно возобновлять деятельность нашу вот, по профилактике все-таки укрепления здоровья среди детей. И не зря в обществе модным является занятие спортом. И все-таки наблюдение показывает, что наша молодежь, она больше увлекается вот, спортом и внимание уделяет своему здоровью. Вот, все вот эти аспекты в общей сложности должны привести к тому, что мы воспитаем достаточно крепкое, здоровое поколение. Вчера Айсен Сергеевич, глава нашей республики, говорил, что нужно продолжать работу по созданию сети детских центров на территории республики. И не только на территории республики, а еще и за пределами нужно строить такие детские центры для детей нашей республики. Вот он озвучил, что нужно начинать стройку детского центра на территории Приморского края. Вот. Вы знаете, что мы в этом году провели ремонт наших детских центров, лагерей на территории 13 муниципальных районов. Это впервые за много лет вот, проделана работа. В каком состоянии они находятся, вы тоже прекрасно знаете. И в конечном итоге мы должны сформировать сеть таких организаций, которые свою работу направляют на укрепление здоровья наших детей. Михаил Петрович, но если говорить о здоровье, то сразу вспоминается еще и пандемия. Давайте поговорим о особенностях организации учебного процесса вот в этих непростых условиях. Действительно, мы уже заходим на третий учебный год в условиях таких достаточно жестких, ограниченных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Первый учебный год мы завершали, когда пандемия наступила. В прошлом году мы полностью учились. Я всегда со всех площадок говорю, что наши учителя, работники системы образования, они герои, потому что учебный процесс не был прерван. В прошлом году мы все программы реализовали в полном объеме. Да, форматы были разные, но нужно понимать, что дистанционный формат, он был использован для того, чтобы мы не допустили дальнейшее распространение. В этом учебном году мы планируем начать обучение всех наших детей с 1 сентября в очной форме, в традиционном формате. Вот, но для этого нужно, безусловно, соблюдать все меры безопасности, рекомендации Роспотребнадзора, вот, которые были в том числе изданы и в прошлом году. Это соблюдение проведение термометрии, это соблюдение все-таки мер, которые сокращает, минимизирует контакты между обучающимися, это закрепление за отдельным классом аудиторий отдельных, это использование отдельных аудиторий, это разобщение начала учебных занятий, ну и обеззараживание, дезинфекция помещений. Вот такие меры, они должны быть использованы. Если есть вопросы, что же сделать, если ребенок заболел, либо в классе вот, заболел учитель. Вот, мы говорим, что на самом деле, если мы получаем подтверждение о заболеваемости, то данный класс должен уйти на карантин на конкретный срок вот, для наблюдения за остальными обучающимися. И после этого класс должен возобновить свою работу. Если в образовательной организации наблюдается высокий уровень заболеваемости, более 20% вот, от общей численности обучающихся, то образовательная организация принимает решение
о тоже введении карантина. И это должно быть тоже на конкретный срок. Вот. Что касается отдельных населенных пунктов и муниципальных районов, безусловно, решения принимают оперштабы на территории муниципальных районов по формату обучения детей на их территории. Вот. Мы договорились, что до 25-го, то есть коллеги, главы муниципальных районов рассмотрят данную ситуацию у себя и направят нам свои решения. В целом, еще раз говорю, школа действительно является единственным местом, где ребенок обучается жить в обществе. Это не только освоение конкретного учебного плана, это все-таки воспитательный аспект в том числе. Поэтому мы должны организовать наше обучение в очной форме. Вот. Дистанционный формат, безусловно, как я уже говорил, был использован только и может быть использован только для экстренных случаев. Как такого формата дистанционного нет. Они могут быть использованы, дистанционные технологии, для дополнения, наполнения, насыщения учебного процесса. Михаил Петрович, и вот такой необычный, но очень важный вопрос. Каким, на ваш взгляд, должен быть учитель будущего? Учитель будущего, ну, наверное, не совсем будущего, но тем не менее, в целом, это человек, который ведет за собой детей. Это человек, который является примером для детей. Поэтому не зря мы вспоминаем все о наших учителях, которые своим примером показывали служение обществу. Они своим примером показывали любовь к своему учебному предмету. Вот. Учитель будущего, ну, это, безусловно, человек, который умеет находить общий язык с теми детьми, с которыми работает. Сегодня в современном обществе мы говорим о технологиях, которые переполнили нашу жизнь. И детям интересно, конечно, учиться с применением этих технологий. Если мы будем использовать наши старинные методы, какие-то материалы, неинтересные детям, то это, конечно, не будет интересно детям. Поэтому учитель будущего – это сочетание все-таки старых добрых традиций, методик с новыми технологиями. Учитель будущего должен научиться и уметь вообще использовать те технологии, которые интересны нашим детям. Цифровые технологии, гаджеты, возможно, иные видеоматериалы, которые дети, все вы прекрасно знаете, каждый день просматривают в сети интернет. Благодарю вас, Михаил Петрович, за то, что к нам сегодня пришли. Спасибо вам за беседу. После разговора с вами лишний раз убеждаешься в том, что профессия учителя, она не только благородная, это еще и призвание. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня в гостях у нас был Михаил Сивцев, министр образования и науки Республики Саха-Якутия. До встречи!